начинаем нашу встречу ровно в 15 часов. И несмотря на то, что нас еще не совсем много, но я думаю, что обязательно коллеги у нас подключатся. Самые главные участники нашей встречи здесь – это Усинск и Усть-Цилимский район, это самые наши северные районы Республики Коми. Поэтому, уважаемые коллеги, мы рады вас приветствовать. И, конечно, рады приветствовать абсолютно всех, кто сейчас нас смотрит или кто потом будет смотреть в записи уже из стен нашего прекрасного Института развития образования. Меня зовут Татьяна Валерьяновна Хабарова, и уже по, наверное, нашей доброй традиции с января месяца мы ведем вот такие просветительские встречи, и мы встречаемся с вами практически каждый месяц, наверное, 2 раза. Ну, и прежде чем мы начнем нашу сегодняшнюю 10-ю онлайн-встречу, которая такая с очень интересным, многообещающим наименованием или именем этой встречи, потому что и нам тоже очень интересно, что нас ждет впереди, уважаемые коллеги, хотелось бы немножечко буквально оглянуться назад на несколько месяцев, то есть вернуться, наверное, в ноябрь-декабрь 2021 года, чтобы просто вместе с вами еще раз пройти тот путь, который мы уже прошли, и как бы посмотреть на то, что уже было сделано, и, соответственно, как-то, наверное, с благодарностью отнестись ко всему тому, через что мы с вами интересное прошли. Ну, во-первых, для тех, кто, может быть, с нами не был или кто будет смотреть потом в записи, уважаемые коллеги, мы где-то в декабре у нас, в ноябре даже 2021 года возникла такая очень хорошая идея провести именно просветительские мероприятия для всех учителей начальных классов, потому что мы знали, что с 1 сентября уже будет введен обновленный стандарт начального общего образования, основного общего образования, и мы хотели как-то поддержать наших коллег, наших учителей, и поэтому решили закрутить или завертеть, или разработать такой цикл просветительских мероприятий. И как я уже говорила на первых наших встречах, это не наша была идея, идея была Института стратегии развития образования Российской академии образования, который начал в декабре месяце эти просветительские, прошу прощения, встречи. И они, кстати, обещали проводить их очень часто для того, чтобы отвечать на вопросы профессионального сообщества. Но мне кажется, что у коллег очень много сейчас ответственной работы, поэтому пока просветительские мероприятия от Института стратегии развития образования, они не вышли на первый план. Ну, а мы с вами эти встречи провели, и я думаю, что мы провели их достаточно неплохо, интересно. И вот чтобы опять такая картинка у нас с вами целостно сложилась, то с чем, с каким багажом мы подошли к этой 10-й встрече, позвольте, пожалуйста, еще раз напомнить. В январе мы говорили обо всем том, что ждет систему образования в будущем, и сейчас уже, оглядываясь с июня на январь, ты понимаешь, что все действительно это было так, и вот формирование единой системы научно-методического сопровождения каждого учителя, каждого руководителя школы, детского сада, это действительно система выстраивается. Может быть, где-то не так быстро, как нам хотелось, но, по крайней мере, эти линии, они выстраиваются. Дальше также в январе у нас была прекрасная встреча с Натальей Федоровной Виноградовой. Я думаю, что многие из вас ее помнят. И Наталья Федоровна очень точно, очень емко раскрыла буквально вот за эти 1,5-2 часа саму суть вообще всех тех изменений, которые предстоят для каждого учителя начальной школы. Дальше в феврале месяце мы встречались уже с нашими методистами-тьюторами. Кто-то из них остался на статусе муниципальный методист-тьютор, кто-то из них поднялся и в связи с тем, что очень много выезжал в другие муниципальные образования для поддержки учителей начальных классов, они уже у нас являются региональными методистами-тьюторами. И если помните, в феврале мы говорили про новые примерные рабочие программы по разным предметам. Мы говорили о конструкторе рабочих программ, и сейчас, мне кажется, уже каждый учитель начальной школы знает, что это такое, а те, кто начнут работать с первоклассниками с 1 сентября, они не только знают, они уже умеют работать в этом конструкторе рабочих программ. И мы встречались с нашими прекрасными методистами-тьюторами, это был, вы их видите на экране, поэтому как бы это и Ольга Федоровна, это Тамара Владимировна, это наши коллеги, которые сопровождают муниципальные команды, наверное, учителей начальных классов Усть-Цилимского района, Усть-Куломского района. В марте мы с вами встречались с другими нашими тоже региональными методистами-тьюторами и вели разговор о тех методиках, обновленных методиках
преподавания учебных предметов в начальной школе и вели разговор о новой примерной основной образовательной программе начального общего образования. То есть такие вещи, как бы, как мы считаем, минимально просветительские, самое основное, самую суть мы старались донести. Мы прекрасно понимаем с нашими методистами, тьюторами, что еще большой пласт работы впереди. Но мне кажется, мы обязательно справимся, если у нас есть такая замечательная поддержка в каждом муниципальном образовании. В апреле мы посвящали встрече формированию функциональной грамотности младших школьников. И тоже вот я смотрю на наших замечательных коллег, учителей, они ведь все учителя начальных классов, которые не только говорят о том, как нужно это делать, но которые каждый день работают с детьми, и они пробуют, апробируют все то, что предстоит, наверное, еще большинству учителей сделать. И поэтому, конечно, всем нашим методистам, тьюторам, с которыми мы затеивали эти просветительские мероприятия, мы им очень благодарны, потому что действительно мы очень многое сделали вместе с ним. И в мае и в июне мы планировали совсем другие встречи, то есть уже с приглашением специалистов, которые очень хорошо разбираются в вопросах цифровизации. И мы очень благодарны представителям цифрового образования этой компании, которая у нас из города Москвы, в том, что они согласились, коллеги, помочь нам в этом. И вот в мае была у нас хорошая встреча, ее проводила Вера Вартанян, посвященная образовательной платформе «Сферум». Но сегодня у нас предстоит совсем другая встреча, я думаю, что она не менее будет интересно. И вот, уважаемые коллеги, опять же, оглядываясь назад, много сделали, много интересного узнали. В интереснейшем направлении мы вместе с вами идем. И вот где это все можно посмотреть, тоже неоднократно уже вам говорили, и запись этого мероприятия, это останется уже там у нас, как бы, ну, навсегда, не навсегда, не могу сказать, да, но, по крайней мере, на ближайший год точно. Вы знаете прекрасно, у нас есть свой портал «Открытое образование Республики Коми», и вот все наши просветительские встречи, все записи, все, наверное, в будущем более актуальные какие-то тоже мероприятия мы размещаем во вкладке «Республиканские методические объединения педагогов» и то, что связано именно с объединениями начальных классов. И не зря вот такое название, вроде как бы оно не совсем новое, «Республиканские методические объединения», но мне хотелось бы сделать здесь акцент именно на слове «объединение», потому что сейчас вот этот вот как бы линия объединения всего, ресурсов, человеческих кадров, да, понимания какого-то, вот эта как бы линия, она сейчас очень сильно развивается в системе образования, и это замечательно. Ну и в завершении не могу тоже, уважаемые коллеги, вам не сказать, потому что это огромный пласт работы, который мы вместе с методистами, тьюторами, которых вы только что видели, то есть которые принимали участие в проведении просветительских мероприятий, мы еще помимо этого организовали очень серьезную, интереснейшую работу, уникальную работу по реализации программы, вы ее наименование видите на экране. И эта программа, дополнительная профессиональная программа повышения квалификации, которую разработал у нас Институт стратегии развития образования, Академия Министерства просвещения и образования. С 9 марта мы уже каждую неделю учим учителей начальных классов, которые с 1 сентября возьмут первоклассников. Это невероятно интереснейшие события, которые профессионально у нас проходили с марта месяца. И в данный момент, вот сейчас я веду встречу, а буквально через несколько аудиторий у нас учатся учителя начальных классов из разных муниципальных образований. Поэтому пласт очень хороший. У нас не только, мне кажется, учителя знают, что необходимо делать и понимают это, но они уже где-то имеют достаточно высокую степень готовности. Поэтому очень надеемся, что с 1 сентября, безусловно, все это будет продолжаться, и мы будем поддерживать тех, кто начал работать с первоклассниками, и будем выстраивать тоже какую-то интересную, совместную, наверное, такую систему поддержки, сопровождения каждого из вас. Вот, поэтому пласт был перевернут, наверное, очень большой, и я думаю, что нам уже пора тоже возвращаться к предмету нашего сегодняшнего разговора, а именно к нашей 10-й просветительской встрече, которая у нас сегодня посвящена цифровым технологиям для формирования результатов обучения младших школьников. Поэтому, уважаемые коллеги, с большим удовольствием я приглашаю в нашу импровизированную педагогическую гостиную Александра Толокнова. Это представитель компании «Цифровое образование» из города Москвы. Александр, пожалуйста, просим вас выйти в эфир. Мы очень рады будем вас видеть.
Так, Здравствуйте. Татьяна Валерьевна, здравствуйте. Да, Здравствуйте, здравствуйте еще коллеги. раз. Поэтому, уважаемые коллеги, ну, Александр, у нас сообщество очень хорошее, оно очень теплое, профессиональное сообщество, поэтому мы будем с большим вниманием, с большой, наверное, радостью слушать все то, что вы нам расскажете, потому что мы пока понимаем, что мы сейчас это сделать, наверное, не сможем. Но в будущем, вот что нам предстоит делать, я думаю, что вы обязательно нас в этом просветите. Александр, я до конца встречи с вами, поэтому если вдруг какие-то заминки будут возникать, я точно так же буду выходить в эфир и подхватывать что-то, может быть, какие-то паузы пока занимать. Но я надеюсь, что у нас все технически сложится очень хорошо, поэтому презентация, она у вас есть. И с удовольствием, еще раз, уважаемые коллеги, Александр Толокнов, представитель компании «Цифровое образование», коллега Веры Вартанян, которая нам в мае месяце рассказывала замечательно об образовательной платформе «Сферу». Пожалуйста, Александр, вам слово. Спасибо Пожалуйста. большое, Татьяна Валерьяновна. Добрый день, уважаемые коллеги. Не знаю, как сейчас погода в Республике Коми, в Москве, по-моему, первый летний день, поэтому настроение хорошее, как раз для того, чтобы поговорить о цифровых инструментах. Я сейчас переключусь на свою презентацию, полагаю, ее будет видно. А, Представлюсь, ну, Татьяна Валерьяновна меня уже представила, сейчас тут, в общем, буду немногословен. Меня зовут Александр Толокнов, по отчеству почти как Пушкин, день которого праздновался вот буквально вчера, кажется. В анамнезе я учитель, вот, много лет работал в школе, и, конечно же, как и все наши коллеги, уже достаточно давно, еще в допандемийное время, так или иначе пробовал использовать те или иные инструменты. Сегодня эта работа уже ведется системно, и надеюсь, что та информация, те сервисы, о которых я сегодня расскажу, те инструменты, о которых я сегодня расскажу, они будут полезны, и вы сможете использовать их с удовольствием. А, Мы сегодня поговорим о нескольких вещах. Во-первых, конечно же, о результатах обучения в начальной школе в соответствии с ГОС, с образовательным стандартом. Вообще, можем ли мы достичь их, не используя цифровые инструменты? То есть нет ли там каких-то ограничений в этот адрес? После этого мы поговорим о формировании и об оценке результатов обучения с помощью цифровых инструментов, то есть как именно это происходит, что мы используем. И, конечно же, третьим пунктом поговорим о, собственно, самих инструментах. Здесь я постараюсь построить свой рассказ таким образом, чтобы знаете, не говорить: о, вот есть такой замечательный инструмент, смотрите, вот ссылка, вот как-нибудь так. Мы обязательно на каждый инструмент, о котором я буду говорить, мы зайдем, посмотрим, я продемонстрирую свой экран, покажу, как это может работать. Но понятное дело, что каждый класс это всегда новые открытия для учителя, и, соответственно, под новым углом мы начинаем использовать те или иные инструменты. И, конечно же, в конце мы обязательно резюмируем то, о чем мы поговорили, и будет время для вопросов и ответов. Если вам будет так удобно, уважаемые коллеги, пожалуйста, в чат можно писать вопросы, которые возникают по ходу. Я в случае паузы смогу на них ответить, ну, что называется, не отходя далеко от конкретного инструмента. А, Или сделаем это в конце, как будет удобнее. Ну что ж, давайте начинать. Первым делом, что нам говорит ВГОС? Ну, ВГОС определяет три вида образовательных результатов. Мы все их достаточно давно знаем. Это предметные, метапредметные и личностные. И мы смотрим на это с точки зрения цифры. Что у нас есть, касающиеся цифры или цифровых инструментов в нашем образовательном стандарте. Давайте начнем с предметных. Здесь, коллеги, приведена, ну, если мы говорим о результатах обучения по ряду предметов. 12 пункт – это тот ВГОС, который у нас действует ну, фактически до сегодняшнего дня. И новый ВГОС, который у нас планируется к внедрению с 1 сентября, это уже 43 пункт, но здесь это исключительно такая формальная часть. Суть остается прежней. Мы в предметных результатах также ожидаем от учащихся освоения определенных цифровых инструментов. Ну, в первую очередь, чтобы не вдаваться, опять же, в конкретику, которую каждый учитель знает замечательно, это история с возможностью пользоваться какими-то основными инструментами поиска в сети интернет, и там текстовые редакторы, презентации, изображения, вот что-то такое.
Метапредметные, здесь у нас такая же примерная история. Тут еще объемнее мы, в принципе, ожидаем образовательный стандарт ожидает от учащихся способности пользоваться основными инструментами. Но, опять же, основные инструменты в нашем случае это интернет, это редакторы, текстовые, табличные, презентации, изображения и так далее. Основные они, конечно же. И личностные, когда мы говорим о развитии самостоятельности, личной ответственности, в том числе в информационной деятельности. То есть, понятное дело, что когда мы говорим об использовании цифровых инструментов, об использовании цифровых инструментов, здесь, как и с настоящими физическими инструментами, нельзя забывать о технике безопасности, о том, что их необходимо использовать с умом, и особенно важно этому аспекту уделять внимание при работе с детьми. Здесь, если подводить такой краткий вывод, у нас в ГОС фактически то есть не оставляет пространства для таких трактовок в виде, что мы там можем обойтись без цифровых инструментов. Нет, это не так. ГОС наш требует, что в предыдущем исполнении, что в грядущем исполнении, владения цифровыми инструментами, то есть определенных образовательных результатов во всех трех группах и в предметных, и непредметных, и личностных. Поэтому от цифровых инструментов мы, как говорится, не убежим. Но это, я думаю, скорее хорошая часть. Теперь о том, как мы формируем образовательные результаты. Ну, понятное дело, что на самом деле объем инструментов, объем подходов к тому, как сформировать образовательные результаты, он очень большой. Тут не хватит и двухчасового вебинара о том, чтобы об этом поговорить. Здесь я хотел бы предложить посмотреть на это с точки зрения такой текущей работы учителя. Вот учитель приходит в класс, что есть в его распоряжении. В первую очередь это учебные задачи, которые в процессе которые в образовательном процессе используют учитель и с которыми взаимодействуют дети. А во-вторых, это формы работы, то есть то, как эта работа организована в классе или в гибридном формате, может быть, мы знаем, что такие подходы тоже существуют. И, конечно же, если так опуститься немножечко на уровень ниже, это непосредственно те инструменты, которые мы используем при построении, при организации образовательного процесса. Ну, если давайте начнем с учебных задач, они могут, даже не могут, а должны ориентироваться на на достижение сразу нескольких целей. Ну, во-первых, это предметный результат, понятное дело, но отрабатывая, обретая какое-либо знание, ребенок одновременно при этом может развивать и какие-то универсальные компетентности, например. В более обыденном исполнении это так называемые мягкие навыки. Но здесь вот принцип soft через hard – это такое устоявшееся выражение, простите, коллеги, за англицизм. Это когда мы развиваем наши универсальные навыки, мягкие навыки с помощью учебных задач, которые, в общем-то, изначально направлены на решение какой-то предметной задачи. Ну, приведя пример, самый элементарный – это когда, допустим, ребенок решает какую-либо задачу, и после этого первым шагом получает какой-то ответ, а после этого перед ним стоит задача, например, провести взаимопроверку, или обсудить с одноклассником, или в группе решить эту задачу, например, для того, чтобы отработать вот эти навыки коммуникации и взаимодействия со своими товарищами. По этой же причине модификация вот привычного предметного задания, она может не требовать там каких-то больших усилий, а формат его выполнения, то есть, опять же, одну и ту же задачу мы можем отправить как в индивидуальном формате поработать, так и в групповом, можем привлечь какие-то цифровые инструменты, об этом обязательно еще поговорим, и получается, что решая одну и ту же учебную задачу, мы достигаем сразу нескольких образовательных результатов по каждой из групп, которые от нас требуют в ГОС. О формах работы тоже есть три основных, понятное дело, есть ответвления, разные точки зрения, но в основном мы, когда говорим о формах работы в классе, подразумеваем фронтальную, индивидуальную и групповую. Каждая из них, безусловно, имеет свои достоинства, свои недостатки.
хотя я бы назвал их скорее такими побочными сложностями, которые могут возникать в процессе организации. Но тем не менее, что в этой связи важно помнить, когда мы используем фронтальное вещание, мы, соответственно, в наименьшей степени работаем на развитие метапредметных и личностных результатов. Ну, потому что пассивное слушание не предполагает никакой деятельности, и, собственно, ну, сидел, послушал, и вроде и все. Индивидуальная и групповая, конечно же, с одной стороны, более сложны в организации, потому что требуют определенной подготовки, но с точки зрения результата они позволяют добиться не только предметных, но и личностных а, и метапредметных результатов. Тут поделюсь небольшой зарисовкой из собственного опыта. Я, будучи методистом, как-то имел удовольствие присутствовать на уроке коллеги, как раз когда шла групповая работа, и я поставил акцент своего внимания на степень вовлеченности детей. Понятное дело, это субъективная очень история, особенно для стороннего наблюдателя, но тем не менее попробовал таким образом оценить. И в случае с групповой работой, тут сразу подчеркну, это исследование такое импровизированное можно считать валидным, потому что я его использовал еще потом несколько раз, ну, значительно выше вовлеченность учащихся в образовательный процесс. Тут никаких сомнений не возникало. И инструменты. Здесь, собственно, у нас есть как цифровые, о которых мы сегодня поговорим, так и офлайн инструменты, которые мы тоже используем при работе в классе. Это могут быть какие-то визуальные материалы, это может быть даже среда, например, то, как стоит мебель, это тоже довольно серьезно влияет на происходящее. Ну и по типажу, если позволите такой термин, основные и вспомогательные. То есть, когда мы говорим о способности учащегося работать с, например, таким инструментом, как текстовый редактор, ну, там самый известный это Word, но, понятное дело, там существует достаточно большое количество, онлайновые, офлайновые, они достаточно похожи друг на друга. Когда мы используем этот инструмент, мы таким образом достигаем того образовательного результата, который самым прямым образом, который у нас прописан в образовательном стандарте. Поэтому этот инструмент можно назвать основным. А есть и другие, которые с рядом из них мы сегодня познакомимся, например, там, доски Padlet, которые, в общем-то, не предполагают достижения какого-то конкретного, сами по себе не предполагают достижения какого-то конкретного образовательного результата, но учитель, используя их, может в самые разные стороны его повернуть, как в сторону предметных, как в сторону метапредметных или личностных. Тут уже все зависит от того, как педагог предпочтет организовать образовательный процесс. Когда мы формируем образовательные результаты, разумеется, у нас следующий вопрос логичный, который возникает, это как мы их будем оценивать. И вот здесь при оценивании я бы предложил, прежде чем переходить непосредственно к конкретным действиям, задуматься на предмет того, а что видит в оценке каждый из наших, ну, скажем так, каждый из заинтересованных лиц. Начнем, естественно, с учителя. Чего хочет учитель, когда оценивает, оценивает знания своих, оценивает образовательные результаты своих учеников? Ну, в первую очередь, это усвоили ли они то, что предполагалось. Может быть, есть какие-то системные проблемы, может быть, где-то возникли сложности, и, вероятно, может возникнуть потребность в том, чтобы скорректировать немножко процесс и таким образом добиться того результата, который поставлен. Учащиеся смотрят на это, ну, конечно, не каждый учащийся, но, скажем так, возьмем это обобщенно, несколько под иным углом. С точки зрения учащегося это важно, оценка важна как фактор формирования объективного отношения к образовательному процессу. То есть кто я по отношению к своему обучению, по отношению к своему образованию, все ли я делаю так, или у меня есть какие-то сложности, чем эти сложности вызваны, как мне сделать так, чтобы не испытывать эти сложности в будущем. Ну и тут нетрудно догадаться, что эти вопросы, если, опять же, они правильно сформулированы, отвечены, обдуманы, они провоцируют нормальную такую продуктивную рефлексию. Ну, под продуктивной я понимаю не вот эту историю, знаете, там понравилось, не понравилось. Мне сегодня было весело. Это, конечно, важно, тоже это такая эмоциональная история, но
постепенно ребенок учится переходить вглубь, собственно, почему мне было интересно или почему мне было неинтересно. Есть еще, конечно же, администрация образовательного учреждения, которая... Да, спасибо большое, Светлана, конечно. Есть еще администрация образовательного учреждения, которая на оценку смотрит несколько под иным углом. Это, конечно же, как работает наш педагогический коллектив, как работает конкретно учитель, все ли у нас в порядке, может быть, требуются какие-то системные изменения, там, педагогический совет требуется провести и так далее, и так далее. Ну и, конечно, родитель, нельзя забывать родителей. На сегодняшний день, опять же, это скорее обобщение, родители бывают разные, в разной степени вовлеченности, но для них оценка, как правило, это просто такой маркер, как учится мой ребенок, хорошо или не очень. Если не очень, есть ли какие-то проблемы, как их решить, ну, в общем, это повод к диалогу уже непосредственно с учителем. То есть, как видите, уважаемые коллеги, здесь при при оценивании образовательных результатов у нас есть как минимум 4 стороны. Для каждой из этих сторон оценка важна, но при всем при этом, если мы посмотрим на то, какие вопросы к оценке задают наши заинтересованные стороны, станет понятно, что какой-то такой универсального инструмента может и не быть. Вернее, он и не должен, наверное, быть каким-то супер универсальным. Поясню сейчас, о чем я говорю. Формализованный подход к оцениванию такой, ну вот цифра, например, как у нас распространено довольно, он является такого своего рода компромиссом, да, устоявшимся, потому что он всем на таком уровне еще с детства, что называется, понятный. Вот там 3 это не очень хорошо, 2 совсем плохо, 4 это нормально, 5 вот то, к чему следует стремиться. Но этот подход может не нести той информации, за которой охотятся в хорошем смысле этого слова каждые наши заинтересованные стороны. И здесь думается, что как раз цифровые инструменты могут помочь нашим учителям сделать оценивание и, в общем-то, определение того, достигнуты или не достигнуты образовательные результаты, более комплексным, более понятным для каждого из участников образовательного процесса, для каждой заинтересованной стороны. Исходя из этого тезиса, мы можем вывести такие 4 умозаключения. Если мы вспомним, что для учителя зачем оценивает образовательные результаты учитель, мы понимаем, что он хочет извлечь оттуда информацию, чтобы она была для него информативной и давала понимание, необходимо ли что-то менять, как-то действовать, или образовательный процесс идет так, как запланировано, все замечательно, двигаемся дальше. Для учащегося оценка должна быть развивающей и мотивирующей, то есть когда она, во-первых, показывает вектор, куда двигаться, а во-вторых, поддерживает его стремление к, на самом деле, естественному желанию познать окружающий мир с помощью школы. Для администрации здесь, пожалуй, репрезентативной и масштабируемой, то есть когда мы говорим о том, что, ну, поскольку администрация образовательного учреждения, как правило, имеет дело не с одним учителем, то, во-первых, это должно как-то масштабироваться на параллель, например, на параллели, и в то же самое время давать ясную объективную картину какую-то. Когда у нас 150 разных критериев, конечно же, довольно сложно назвать такое оценивание репрезентативным. И родители, конечно же, оно должно быть понятно для родителя. И здесь есть такой тоже важный момент, чтобы родитель не просто, видя этот результат, говорил, ну, понятно, все хорошо, или там, нет, непонятно, нехорошо, надо что-то делать. Чтобы и в случае, когда мы говорим хорошо, мы понимали, где именно и почему именно. И чтобы когда дела идут не так, как запланировано, мы тоже понимали, что и почему, и что в этой связи необходимо делать. Если говорить, немножко на уровень глубже опускаться о том, какое у нас есть оценивание, опять же, коллеги, здесь подчеркну, что схема максимально упрощенная для того, чтобы мы с вами просто могли понимать,
как это в общих чертах. Текущая итоговая, то есть в первом случае мы говорим о том, что вот идет образовательный процесс, и нам по ходу бывает необходимо оценить, насколько результаты, которые планируются к достижению, они достигнуты на вот прям настоящий момент. И итоговая, то есть когда мы проводим экзамены, контрольные работы, мониторинги случаются периодически, то есть это некий такой процесс, подводящий черту под образовательным процессом. Говоря о текущем оценивании, здесь я выделил две категории, которые, на мой взгляд, вот разделение по этой линии крайне важно. Это инвазивно, то есть когда мы, ну, допустим, ведем образовательный процесс, после этого его прерываем и проводим какой-то текущий контроль. Форматы могут быть самыми разными. Я здесь привел, знаете, самые такие распространенные двойные листочки какие-нибудь. Ну, понятно, в начальной школе они используются меньше, но такой термин устоявшийся. Это может быть какой-то опрос по результатам изученного. В общем, любой такой краткий формат оценки, который позволяет понять, усвоили ли учащиеся то, что они должны были усвоить в текущий момент. И неинвазивно. То есть неинвазивно, когда мы не прерываем образовательный процесс, а как будто бы само собой в результате там, построения каких-то учебных заданий, в результате использования тех или иных инструментов, мы уже понимаем, ага, здесь у нас результат достиг, здесь пока есть сложности, а для учащегося это не выглядит как оценка. Для учащегося это просто часть процесса, который идет себе своим чередом. В общем, нет никаких причин для того, чтобы как-то излишне проявлять беспокойство. И в этой связи я, конечно, хочу отметить, что вот неинвазивное текущее оценивание в случае с бесцифровым, если бы у нас не было цифровых инструментов, это было бы, конечно, непросто. Ну, просто потому, чтобы это накладывало бы на учителя дополнительную нагрузку, поди все это отследи, отметь, зафиксируй, и, ну, в общем, голова пойдет кругом. Сейчас, к счастью, к большому, с помощью цифровых инструментов это делать гораздо проще. И то, что для ребенка выглядит как игра, для учителя это уже показатель того, что все идет как надо. Или когда у нас это учебная задача, в процессе которой ребенок использует тот или иной инструмент цифровой, это уже тоже свидетельство достижения важного нам образовательного результата. Поэтому здесь я вынес тезис о том, что, собственно, способность учащегося использовать цифровые инструменты в образовательном процессе свидетельствует о достижении целого ряда образовательных результатов. Ну, там, например, если мы говорим о текстовом редакторе, то здесь все довольно понятно. Если учащийся им пользуется, какие-то функции использует, с его помощью решает те учебные задачи, которые перед ним стоят, то мы можем прямо сказать, не надо проводить какой-то дополнительный мониторинг. Здесь все и так понятно. Этот критерий мы можем отмечать и отслеживать. И именно с акцентом на неинвазивное текущее оценивание я буду говорить об инструментах сегодня, но, разумеется, тут опять же важно понимать, что многие из них можно использовать очень-очень по-разному. Это может быть с прерыванием образовательного процесса, это может использоваться и при итоговом оценивании. Тут все, что называется, в руках наших учителей. Теперь, если мы говорим, возвращаясь к тем инструментам, которые находятся непосредственно в руках учителя, я напомню, это три группы инструментов, которые я назвал. Это учебные задачи, которые мы используем непосредственно в образовательном процессе. Это форма работы, то, как мы взаимодействуем. И это конкретные цифровые инструменты. Про учебные задачи я ряд примеров уже привел. Ну, здесь еще несколько идей, которые могут помочь модифицировать текущие учебные задачи для того, чтобы они работали на достижение образовательных результатов, не только предметных, но и предметных и личностных, связанных в том числе с цифровыми критериями.
Например, это может быть поиск информации. Ну, понятно, отправлять учащегося начальной школы в Google или в Яндекс, наверное, на сходу не стоит, но какой-то поиск в каком-то ограниченной песочнице, он вполне может сработать. Например, в учебнике или по какому-то ресурсу, в том же сферуме, например, это тоже может вполне функционировать. А, Например, задание, которое требует отображения в определенном виде, скажем, в текстовом или в графическом, или с помощью презентации, или с помощью изображений. Это та же самая история, когда мы, используя давно знакомую задачу, например, но двигаем нашего учащегося к использованию новых инструментов. И поощряющая коммуникацию и взаимодействие. Здесь это плавно переходит, конечно, уже в форму работы, но тем не менее и учебные задачи можно модифицировать, добавив туда, например, какое-то там направление на коллаборацию или на взаимное оценивание. Тут это, конечно, не панацея, но очень большой, очень важный навык. И, в общем, здесь по-разному, очень по-разному это можно сформулировать или с выкладыванием, например, куда-то в общее пространство, там, где учащийся может получить обратную связь. Поэтому тут знакомые задачи могут модифицироваться на усмотрение учителя без больших трудовых затрат или временных, что очень важно. Про формы работы здесь я привел несколько возможных вариантов. Тут, коллеги, я не стал приводить историю, как я уже упоминал, связанную с фронтальным форматом, ну, просто потому что фронтальный формат – это фронтальная форма работы – это то, что постепенно оставляет наши классы. Понятное дело, что от прямого такого взаимодействия, от передачи напрямую от учителя к учащимся мы не уйдем. Это естественная часть образовательного процесса, но тем не менее разнообразия, если можно такое слово использовать, формы работы, мы гораздо больше внимания можем уделять развитию и достижению как метапредметных, так и личностных результатов. И здесь я привел несколько примеров. Например, когда учащиеся работают в группе, это может быть совместная работа над документом, и тут есть два сервиса, которые полностью отечественные, которые будут доступны и которые можно использовать в школе. Это, например, Яндекс документы, мы сегодня о них обязательно еще поговорим, и мои документы в системе ГИС «Моя школа», которая, я напомню, сейчас как раз находится на финальных стадиях доработки, тут коллеги меня поправят, если я не прав, с 1 января 2023 года она уже предполагается к внедрению по всем нашим школам. В случае, как и в случае с групповыми форматами, смешанное обучение, тут, например, мы можем использовать ресурсы Сферума, например, знакомая многим ротация станций, когда часть ребят смотрит видео, часть ребят работает над, например, каким-нибудь документом, часть ребят взаимодействует каким-то образом с учителем. Это вот так навскидку, и тут цифровые ресурсы тоже могут прийти на помощь. Здесь также упоминается два примера сервисов Мира и Padlet, о них тоже обязательно сегодня поговорим. Они могут использоваться тоже как часть совместной работы над каким-то продуктом или как средство отображения какого-то теоретического материала, который предполагается к ознакомлению детям. И, конечно же, индивидуальные формы работы, от этого тоже никуда не деться. Самая распространенная история – это когда у нас есть болезни, да, там, к сожалению, детки могут болеть или какие-то затруднения у них могут возникать иного плана. Здесь есть, пожалуйста, возможность подключиться и в гибридном формате эту работу провести. Думаю, что у многих, не рискну сказать, что у всех, опять же, по-прежнему такой гибридный формат остается скорее непривычным, но тем не менее постепенно входит в нашу жизнь, когда дети могут подключиться к уроку и, соответственно, вести там работу на равных, и для ребят это не является чем-то там экстраординарным, это абсолютно такой же формат, как и любой другой, который позволяет достигать тех же результатов. Это что касается форм работы. И, конечно, по цифровым ресурсам и сервисам. Здесь, коллеги, как я обещал, я уже буду переходить непосредственно к их демонстрации.
И если вспомнить схемку в самом начале, я их разделил на две таких больших группы. Первая – это основные, без их освоения, в принципе, результаты, которые зафиксированы в образовательном стандарте, они не будут достигнуты. Ну, это, например, текстовые документы, презентации, поисковые системы и вспомогательные, которые поддерживают освоение основных инструментов. Это могут быть звонки в Serum, это могут быть рубрикаторы и эталоны в виде документов, разумеется. Это могут быть доски мира, как более сложная Padlet, как несколько более простая. Сервис Learnis отечественный, который позволяет разрабатывать викторины. MyQuiz, если коллеги помните, был такой сервис Mentimeter, очень активно использовался для опросов, хорошие игры интересные с ним получались. Вот MyQuiz это как раз замена Mentimeter. И Rash как хранилище контента, одно из возможных хранилищ контента. И здесь я напомню, что в GIS «Моя школа» в GIS «Моя школа» будет раздел «Библиотека», и там как раз тоже будет храниться контент, разработанный и одобренный к использованию нашим Министерством просвещения. Вот. Отлично, Светлана. Вот, супер. Это означает, что многие из этих инструментов уже знакомы или, по крайней мере, форматы понятны, более-менее привычны. Хочется надеяться, что карантинов не будет, а дети будут болеть как можно реже, но, как говорится, лучше всегда быть готовым. Ну что ж, давайте перейдем к непосредственно инструментам, о которых я сейчас говорил, и начнем наверное, с основного, собственно, со Сферума. Здесь несколько основных вещей, которые хочется о нем сказать. Во-первых, это коммуникационная система, которая позволяет вести коммуникацию всестороннюю внутри школы по всем линиям. Ученик-ученик, учитель-ученик, учитель-учащийся, родители, администрация, ну, в общем, как это угодно. Звонки и трансляции, со многими из них вы уже знакомы. Сейчас буквально на секундочку я переключу экран. И все должно быть видно. Надеюсь, что это так. Так, коллеги, поставьте, пожалуйста, плюсик, что демонстрация видна и все работает так, как нужно. Так, отлично, спасибо большое. Ну что ж, в случае здесь, опять же, у меня такая школа тестовая, поэтому тут прошу не ругать за неточности в заполнении. Это уже знакомые нам звонки, когда мы можем созваниваться, это уже знакомые нам трансляции. Это то, что мы довольно активно можем использовать при, например, работе в смешанном формате, это там документы, когда мы можем подгружать те или иные документы и делиться ими с учащимися. Многие из этих интерфейсов вам знакомы достаточно хорошо, я полагаю, поэтому углубляться я сильно в это не буду, но основные каналы коммуникации понятны. Это чаты вот здесь, это файлы, которые позволяют делиться, звонки и, конечно же, трансляции. Ну, трансляции более актуальны, я полагаю, когда мы говорим о например, родительских собраниях или каких-то там сколько-нибудь массовых мероприятиях. Поэтому это скорее как такой канал, надежный, хороший канал коммуникации, который мы можем использовать. Ну что ж, так, возвращаюсь на презентацию. Сейчас она вернется. Кажется. Ага, вот. Так. Еще один упомянутый мною сервис – это Яндекс.Документы. Если коллеги
видели вебинар первый, который проводили по моей школе, как раз там коллеги показывали грядущий сервис по инструментам, то лично мне он очень напомнил Яндекс Документы. Поэтому если хотите представить, как это будет выглядеть, то можно воспользоваться. С Яндекс Документами, я полагаю, многие сталкивались. Кто-то, может быть, работал с Google Документами до недавнего времени. По большому счету, это такие очень похожие друг на друга сервисы. Здесь у нас есть три основных группы форматов, если угодно, три основных формата. Это текстовые документы, аналог Word, это презентации и это таблицы в Excel. Ну, я полагаю, что когда мы говорим о таблицах в Excel, это не настолько актуальная история для начальной школы, но тем не менее учитель тоже может и воспользоваться для отображения тех или иных данных. Здесь, коллеги, я уже, как можно видеть, вошел в свой личный кабинет. Здесь есть три группы, как я и сказал, ну, четыре, немножечко обманул. Есть еще сканы, но это изображение в нашем случае. За изображение ничего не могу сказать. Кажется, что их здесь функционал менее удобен, скажем, скажем, в том же сферуме, но, опять же, чем больше инструментов, чем больше возможностей, тем лучше для того, чтобы их использовать. Я уже создал один замечательный документ для примера, его можно открыть, им можно поделиться, да, выбрать доступ, какой мы хотим дать нашим участникам, и, соответственно, можно открыть, посмотреть, что у нас там в этом самом документе. Вот, кажется, у меня осталось показывать предыдущая вкладочка, но не переживайте, сейчас мы ее переключим. Это делается достаточно легко. Так, немножечко подвисло. Угу. Вот, отвисло. Так. Вот он, знакомый интерфейс. 1, 2, 3, ну, 4, 5, 6. Но в связи с этим важно отметить, документ как документ. Мы можем, однако, организовывать совместную над ним работу, то есть одновременно над одним документом у нас может работать несколько участников. Мы можем, например, организовать какую-то таблицу, вставить ее вот сюда и договориться, например, что одна группа заполняет один столбик, другой, третий, и оставлять, естественно, комментарии, что тоже важно, какой-нибудь комментарий. Замечательно. Это все потом видят все наши участники. Мы можем регулировать доступ, что очень важно. И есть одна важная деталь в связи с использованием сервисов от Яндекса. Для того, чтобы получить доступ к документу, необходимо обладать ссылкой. А вот по ссылке, если мы настроили уровень доступа как к редактору, может перейти в том числе неавторизованный пользователь на Яндексе и в анонимный комментарий. Вот, поэтому, конечно, в этой связи необходимо дополнительно обсуждать эти правила вместе с учащимися, если вы используете такого рода документ. Понятное дело, что в случае с «Есть моя школа» такого в принципе не будет, потому что туда вход сам по себе через единую систему, через госуслуги. Ну, в нашем случае мы можем выйти из ситуации, договорившись о тех правилах, по которым мы будем работать. Сам же создатель этих документов, должен обладать аккаунтом на Яндексе для того, чтобы заниматься. Там дается, кажется, порядка 10 гигабайт места бесплатного. Этого за глаза хватит для того, чтобы разместить огромное количество документов, презентаций и так далее. Кстати, лично от меня такой пример с презентациями. Здесь они сразу создаются в формате PowerPoint, то есть их потом очень удобно скачивать и использовать где-то еще.
Если мы не хотим, например, кого-то отправлять в онлайн на наш диск и показывать какие-то документы, пожалуйста, вот достаточно удобно. Почему об этом говорю? Если кто-то из коллег помнит, в Google документах там этот импорт происходил не очень просто, вот, и в результате презентация получалась немножечко кривой, со съехавшими шрифтами. Вот приходилось какое-то время тратить на то, чтобы это все-таки как-то наладить и привести в удобоваримый вид. Итак, коллеги, Яндекс Документы, вот визуально, опять же, тут, может быть, кто-то также присутствовал, меня поправит, но мне очень показалось, что есть моя школа, раздел «Мои документы», и здесь очень-очень похоже с точки зрения функционала, с точки зрения внешнего вида, поэтому можно попробовать и воспользоваться. Вариантов огромное множество. Текстовый редактор, владение текстовым редактором важно как результат обучения в начальной школе. Поэтому вот один из цифровых инструментов, который может в этом направлении нам помочь. Кстати говоря, одна из таких мыслей — создавать в Яндекс документах, а затем располагать уже, например, в том же Сферуме в качестве такого места, в качестве безопасного места хранения результатов такого обучения. Еще один сервис, о котором не могу не сказать, это, конечно, mira.com. Думаю, что коллеги многие как минимум слышали, как максимум использовали. Есть, конечно, очень важный функционал. Он позволяет строить схемы, ментальные карты, собирать обратную связь, там огромное количество разных шаблонов. Но есть и определенные минусы. Ну, во-первых, это язык, поскольку Мира сервис англоязычный. Он не блокирован, он не является каким-то, то есть никак в связи с ограничениями в интернете он не фигурировал, но тем не менее это может вызывать определенные сложности, понятное дело, потому что для многих многие языка не знают. Но тут выручают сильно встроенные переводчики. Если кто-то пользуется, есть такой замечательный функционал в Яндекс браузере и, кажется, в Google Chrome тоже есть. Поэтому можно пользоваться, если вдруг. Применительно к начальной школе, конечно, не уверен в том, что совместная работа с учащимися здесь будет строиться эффективно, просто потому что сервис достаточно непростой с точки зрения использования, требует определенного навыка. Плюс для того, чтобы вообще получить туда доступ не в качестве зрителя, в качестве, например, участника, да, для того, чтобы вносить какие-то изменения, необходима регистрация через почту, в общем, пройти какие-то шаги, присоединиться к этому пространству. Это, конечно, может вызвать определенные затруднения. Поэтому сейчас, коллеги, переключаюсь на соответствующее окно. Вот он перед нами. Как видите, это большая-большая доска. Здесь можно бесконечно много использовать разных шаблонов, строить связи, включать сюда еще больше подпунктов. Ну, в общем, все как на таком настоящем большом физической доске белой. Только вот белая доска имеет свойство заканчиваться, а здесь такого нет. Я как пример здесь привел, вот, возможно, такую схему, которую будет легко запомнить. Или, например, такая вот история из практики рабочей, которая используется для отслеживания и мониторинга процессов внутри, например, какой-нибудь организации, так называемая канбан-доска, да, когда мы берем какую-то карточку и располагаем ее в один из блоков, например. Мы уже познакомились вот, с Яндекс документами, тоже успели, вот про возможности мира сейчас в процессе узнаем. Позволяет демонстрировать, как строится эта совместная работа. Думаю, многие коллеги поймут возможность замечательную, которую дает этот сервис, в том смысле, что довольно часто при совместной работе учащихся, когда закладываются как раз таки основы совместной деятельности, вот создать это чувство сопричастности, что вот мы вместе идем куда-то, откуда-то, что-то узнаем, конечно, визуализация здесь очень-очень помогает.
каким наполнением ее сопроводить, это, конечно же, уже полностью в руках учителя, что обсудить с детьми. Но создание схем живых, дополняющихся, новых, это все позволяет такой сервис, он абсолютно бесплатный и доступен к использованию без особых проблем. Понятное дело, как и со всеми цифровыми инструментами, где достаточно свободная регистрация, следует помнить о безопасности данных, то есть не размещать какие-то данные, которые конфиденциальны. Но для учебных задач, для отслеживания какого-то прогресса очень интересно, очень удобная штука. Сам поделюсь, использовал многократно, как обучаясь сам, повышая, так сказать, квалификацию, так и работая с коллегами и даже с детьми, показывая там те или иные процессы, которыми хотелось поделиться. Поэтому прошу к использованию Miro доска. Так, переключаюсь обратно на презентацию. Так, вот теперь заработало. Мгм. Еще один сервис padlet.com, он сильно проще. И вот он как раз, как мне кажется, может достаточно эффективно использоваться эффективно использоваться при работе с учащимися начальной школы. Он не требует регистрации, доступ полностью по ссылке, то есть та ссылка, которую сбросил учитель, она, собственно, и активная. Те же самые схемы, таблицы, ментальные карты, конечно, немножко более сложные с той точки зрения, что Padlet не настолько богат с точки зрения функционала, как, например, тот же Miro, но тем не менее можно использовать, он немножко проще. Прекрасно для совместной работы, прекрасно для сбора обратной связи и, конечно же, еще один немаловажный плюс – это русскоязычный интерфейс. Вот, потом, видите, как здесь даже мотивирующие какие-то лозунги. Ну, сейчас покажу, как это выглядит на вкладке прямо. Вот здесь я, коллеги, уже вошел в свой аккаунт, можно авторизоваться через почту свою собственную и, соответственно, создавать доски. Сервис бесплатный, тут надо оговориться, он бесплатный до какого-то количества досок, до 5, кажется, или до 3. Но есть очень удобная вещь, если какую-то доску надо сохранить, в общем, количество бесплатных закончилось и надо, в общем, что-то удалять, их можно доставать оттуда в любом удобном формате, как в PDF, так и просто в изображении, так и, по-моему, даже в таблице, если это будет удобно. Поэтому сохранять все это хозяйство можно совершенно легко. И работает это точно так же. Мы просто создаем доску, выбираем интересующий нас шаблон. То есть это могут быть колонки, как я в Miro показывал, это может быть, там, например, лента, когда она идет один за одним, можно даже карту использовать, ну или холст. Холст самый такой универсальный, по-моему. Можно здесь добавить какую-то основную информацию об этой доске, например, там, не знаю, умножаем с удовольствием. Вот. Конечно, сделано без сожалений. Громкий лозунг, но можно использовать какой-нибудь более простой. Можем выбирать фон, цветовую схему, все что угодно. Мы можем запрашивать одобрение, то есть когда, что очень важно с точки зрения безопасности, когда мы, прежде чем кто-то из пользователей опубликует ту или иную информацию на доске, она пройдет модерацию нами как ее создателем. То есть, соответственно, все участники не увидят, если вдруг кто-то там разместит какую-то шалость или какую-то не ту информацию, которую хотелось. То есть это все можно использовать достаточно свободно. Фон, с вашего позволения, менять не буду. И с помощью плюсика мы в любом месте пишем пример карточки и можем ее затем дополнять, редактировать. Мы можем сюда включать документы, фото, ссылки,
все, что нам угодно. Вот как видите, здесь мы можем искать все, что нам захочется. Ну, понятное дело, что в случае с учащимися ряд таких популярных ресурсов, как, например, YouTube, мы не будем использовать, но как пример вполне возможно. Ответ один, например, который мы там присоединяем вот сюда. Группировать, распределять, использовать другие шаблоны, все достаточно легко. Поделиться с другими с помощью вот этой клавиши, которая находится наверху, кнопочки «Поделиться». Мы меняем настройки приватности, мы видим, что гости могут добавлять, мы видим, что посторонние не могут просматривать. Ну и здорово. И здесь, как я говорил, возможность экспорта всего того, что мы здесь понапишем в виде PDF, в виде изображения, CSV или Excel-таблицы. Ну, вот здесь кому что удобнее, кому что привычнее. Вот такой вот нехитрый термин, прошу прощения, вот такой вот нехитрый сервис, который можно использовать при совместной работе с учащимися, например, для того, чтобы собрать какие-нибудь ответы или просто как-то разнообразить совместную работу, когда, например, ребята работают в группах и надо что-то где-то разместить. Это в каком-то смысле такая виртуальная замена доске со стикерами. Многие коллеги, знаю, используют. Даже ходила такая, помню, шутка, что склейки, вот эти вот стикеры, это один из самых распространенных инструментов в современной педагогике. Ну, конечно, как и во всем, в каждой шутке есть доля шутки. К счастью, можно поберечь природу и размещать стикеры вот так вот в онлайне. Еще один сервис, который позволяет разнообразить образовательный процесс, сформировать, вообще оценить, насколько у нас наши учащиеся достигли тех или иных образовательных результатов, и заодно, собственно, помочь в их формировании, это наш отечественный сервис Learnis. Не знаю, коллеги, многим, возможно, слышали. Это создали наши учителя. То есть даже не разработчики, знаете, какие-то сели, которые придумали продукт и двигают его в школу. Нет, это непосредственно учителя. Сервис позволяет создавать квесты, викторины, игры, и там есть большое количество сценариев использования. Сейчас покажу, как это выглядит. Регистрация, как и везде, через... так, отлично. Вижу, что знакомо. Там есть несколько типов возможных форматов. Сейчас я переключусь на Learnis. Так, вот, отлично. Здесь я уже, как видите, вошел в свой профиль. Регистрация абсолютно открытая, бесплатная. Просто берете, заходите и создаете тот формат, который будет полезен, интересен непосредственно вам. Есть веб-квесты в формате «Выберись из комнаты». Там в графическом виде необходимо использовать подсказки, необходимо находить циферки, которые отвечать на вопросы правильно и, в общем, соответственно, выходить таким образом из комнаты. Достаточно мудрено, на мой взгляд, требует времени, но при правильном подходе, мне кажется, может очень-очень повеселить детей и заодно так неинвазивно проверить, насколько хорошо они усвоили тот материал, который им предполагается к усвоению. Викторина, все знакомо. Здесь она проходит, давайте сейчас попробуем посмотреть. Так. Вот, сказал, вошел, а сам не вошел. Вот она, викторина. Так, что-то меня перебрасывает. Да, мы введем какое-то название. И дальше мы она похожа на формат своей игры. Вот если помните, коллеги, был такой телевизионный конкурс, где там знаменитый Анатолий Вассерман и многие другие вот отвечали на разные вопросы из сферы науки, культуры и вообще повседневности. Ну, и в результате там определялся победитель. Вот здесь примерно так же. Тема 1, не знаю, числа. И число за 100, за 200, за 300, за 400, ну и так далее. И, соответственно, у нас здесь несколько вариантов. Потом мы этим можем делиться и, соответственно, использовать при оценивании наших результатов.
Терминологическая игра «Объясни мне» тоже довольно интересный формат. Полагаю, кто-то из коллег пользовался в виде более упрощенном. Сам лично наблюдал, правда, не с использованием этого сервиса, когда коллега просто выводила на экран презентаций определенные термины. Там, если если мне память не изменяет, кажется, речь шла как раз о математике. И задача участников, ну, в нашем случае детей, была ответить, ну, объяснить этот термин своему соседу по партии, ну, в определенном формате. Они там по очереди как-то менялись. Это было не балаганом, а, что называется, последовательно. Вот здесь это сервис Learning просто позволяет это сделать более простым путем. Вот тема 1. Вот напишем какую-нибудь тему. Здесь мы, соответственно, выпишем определение, пусть это будет там оценивание новой строки, отметка и погода. Никак не связано, но что-нибудь надо было. Вот, и, соответственно, у нас в рамках темы есть несколько терминов, которые мы можем запустить. Вот, и, пожалуйста, мы выбираем тему, и у нас есть вот 60 секунд на то, чтобы объяснить тот или иной термин своему однокласснику, например, или учителю. Ну, все, конечно же, зависит от того формата, который изберет педагог. Да, совершенно верно. Игра объяснялки. Так, переключаюсь обратно. Знакомая многим игра объяснялки. То есть это то, чем наши учителя пользовались уже достаточно давно, просто с использованием каких-то своих находок или более простых инструментов, в том числе цифровых, например, презентаций. Здесь это выведено в такой более забавный вид, там какая-то обезьянка мультипликационная. Ну, в общем, один из возможных вариантов, почему бы и нет, как говорится, для использования. Learning. Есть еще, конечно же, уже упомянутое мною, это MyQuiz. Тут, коллеги, наверняка многие помнят такой сервис опросов Mentimeter, да, когда у нас предлагалось участникам в достаточно большом количестве, там, например, ответить на какой-то вопрос, и у нас потом выводилась такая красивенькая диаграмма или облако слов, например, с тем, кто ответил, какой вариант ответа набрал наибольшее количество голосов, или это там позволяло строить разного рода диаграммы. В общем, тут примерно тот же функционал, но наш отечественный. Здесь с точки зрения регистрации и использования никаких таких новшеств не наблюдается. Сейчас переключусь. Вот. Точно так же у нас регистрация по почте. И мы здесь можем, есть бесплатный формат, которого, на мой взгляд, вполне хватает. Есть дополнительный, который там позволяет расширить количество потенциальных участников. Ну, как видите, на базовом варианте доступно до 500 участников. Что-то мне подсказывает, что учителю этого должно вполне хватить. Вот, и, соответственно, здесь мы можем создавать викторину, создавать вопросы, какие мы хотим, менять фоны, мы там называем ее как-то, описываем, можем сюда добавлять обложку, там, выбирать время и так далее. И, соответственно, там настраивать те вопросы, которые мы хотим задавать. Вот. Ну, здесь от меня, скорее всего, потребуется сначала загрузить, как-то ее назвать, ну и после этого двинуться дальше. Как видите, это обязательно. То, что обязательно у нас помечено звездочкой. Выбираем время старта, выбираем, надо ли запускать автоматически, сколько у нас время для того, чтобы ответить на вопрос или не ответить. Вот. И тут же мы определяем, надо ли как-то регистрировать участников или вообще ее убрать. Ну, то есть по умолчанию off – это убранная регистрация. Все, что отмечено вот таким значком, это функционал, который предполагается на повышенных платных уровнях использования. Но мы здесь не будем этого использовать. Мы тут можем разные системы подсчета очков установить. Ну, собственно, и все на этом экране. Да, по розыгрышу призов, но я полагаю, что в случае с
использования в классе, это будет скорее такой менее формализованная часть. А, И вот форматы вопросов, какие у нас есть на бесплатном формате. Это может быть вопрос с вариантами ответов, то есть простой знакомый тест, открытый вопрос, когда нам надо вписать что-то в поле, голосования, когда мы голосуем, изображение как вариант, например, там выберите, не знаю, там, какое-нибудь архитектурное сооружение, относящееся к там, русскому народному творчеству, и рисование, когда нам надо как-то нарисовать что-то понятное для... Ну, тут, разумеется, речь не идет о каком-то продвинутом искусственном интеллекте, но, опять же, как формат игры вполне может использоваться. Это, коллеги, MyQuiz. Опять же, все ссылочки есть в нашей презентации. Презентация будет доступна, поэтому можно оттуда прямо ее взять и попробовать походить, посоздавать, поделиться с коллегами на предмет того, как это выглядит, и, разумеется, пользоваться в процессе работы. Ну и, конечно, упомянутая мною российская электронная школа. Я подозреваю, что для большей части наших коллег, тех, кто сейчас с нами, и тех, кто будет слушать наш вебинар в записи, это не является каким-то открытием э, с точки зрения цифрового инструмента. Ну, многие используют. Понятное дело, что, как и во всех сколько-нибудь крупных библиотеках контента, там есть как вещи, которые являются удачными, которые можно активно использовать. Есть какие-то вещи, которые, может быть, с которыми коллеги могут не согласиться, но на всякий случай продемонстрируем. Здесь даже в формате без регистрации мы можем, что называется, подхватить какие-то полезные нам темы, какие-то полезные находки по всем параллелям. Вот. Можно также это все зарегистрировать с помощью соответствующей кнопочки и вести работу таким образом. Но лично я поделюсь, я пользовался в свое время определенными какими-то фрагментами уроков, как раз для того, чтобы немножко разнообразить процесс, чтобы, может быть, как-то не зацикливаться на том, к чему привык сам. Вот, коллеги, это то, что касается основных сервисов цифровых, которые, с одной стороны, у нас позволяют, которые, с одной стороны, позволяют формировать образовательные результаты, как предметные, то есть когда мы с помощью, там, например, заданий достигаем предметных результатов, так и метапредметные и личностные, когда мы за счет форм работы, когда мы за счет форматов, когда мы за счет конкретных инструментов приводим учащихся к определенным образовательным результатам. И самый тонкий, на мой взгляд, момент, он как раз наступает тогда, когда перед нами становится задача оценивания, да, когда нам необходимо понять, а достигли ли мы этих образовательных результатов. И здесь вновь, опять же, на мой взгляд, цифра является таким очень удачным решением, потому что она эти все данные сохраняет, потому что мы можем понять, ага, здесь ребенок пользовался таким инструментом, здесь он создавал вот это, здесь писал вот это, а здесь он, например, показал вот это. А здесь они работали совместно, очевидно. Очень увлекательно в процессе распределения ролей, да, я думаю, тоже многие коллеги знают это прекрасно, когда в группе, да, учащиеся начинают самостоятельно распределять роли, это тоже приходит не сразу. Вот, и кто берет на себя эту роль, берет самостоятельно или нет, идет ли на этот счет дискуссия, это тоже свидетельство, очень яркие свидетельства того, что как и в какой мере достигаются образовательные результаты метапредметные и личностные. Поэтому такие вот основные инструменты, которыми я хотел бы с вами, коллеги, поделиться в процессе использования. И, конечно же, несколько основных тезисов того, о чем я говорил. Перво-наперво, когда мы говорим о использовании и овладении цифровыми инструментами, ВГОС этого прямо требует. То есть и ВГОС, который действующий, и ВГОС, который грядет к внедрению, и там есть прямое указание на то, что учащиеся должны владеть
определенными цифровыми инструментами. Отсюда вполне логичный вывод: коль скоро мы используем эти цифровые инструменты, коль скоро мы обучаем наших детей ими пользоваться, то и оценивание, и отслеживание тех результатов, которые мы достигаем, его тоже логично проводить с помощью цифровых инструментов. С точки зрения формирования образовательных результатов, как я уже говорил, здесь, коллеги, в арсенале учителя огромное количество подходов, методик и так далее. Но если так сводить все в ситуацию непосредственно, когда только я и дети, в распоряжении учителя 3 больших есть группы инструментов. Это, собственно, цифровые инструменты или оффлайновые инструменты, о которых я сказал вскользь, но тем не менее нельзя принижать их значимость, они многим привычны и показали свою эффективность. Это учебные задачи, которые мы можем, даже знакомые какие-то задачи, мы можем их дополнить, включить какую-то деталь, которая позволит не только достичь предметных результатов, но и развить, какие-то навыки, то, что называется, мягкие, достичь метапредметных результатов и личностных. И, конечно же, формат организации работы очень важно. Опять же, я думаю, что в случае с учителями начальной школы, это они как раз те люди, которые лучше всех своей работой показывают верность этого тезиса, что форма организации работы – это верный путь к достижению всех 3 групп образовательных результатов. То есть, когда мы уходим от фронтального вещания, когда мы немножечко передаем инициативу нашим учащимся, когда мы позволяем им как-то работать совместно, это работает на развитие их, предметных навыков, метапредметных и, конечно же, личностных, достижения, личностных результатов. По цифровым инструментам, здесь этот тезис я уже проговорил, он позволяет решать сразу 2 задачи. Мы, с одной стороны, достигаем нужного образовательного результата, а с другой стороны, мы тут же можем его неинвазивно в текущем формате оценить. Это, на мой взгляд, предмет для отдельного, очень такого долгого разговора, если уж говорить об оценивании. Но, думаю, здесь все со мной согласятся, что именно в начальной школе закладывается отношение к этому процессу. То есть, оценка – это неотъемлемая часть образовательного процесса. Понятное дело, что с ней она на протяжении всей школьной жизни будет сопровождать учащегося. И вот здесь огромная роль как раз на учителя в начальной школе, как ребенок будет к этому относиться как к поводу для развития, как к поводу для познания, или все-таки как к некоему такому инструменту поощрения и наказания. Думается, что первый вариант все-таки более желателен. Это как раз подводит меня к следующему тезису, что оценка – это не формальный приговор, когда мы говорим, плохо учился, вот тебе там плохо, вот плохая оценка, или там хорошо, хорошая. А это органическая часть, когда мы всегда цикл определенно проходим, когда мы что-то сделали, посмотрели, скорректировали, если необходимо, или сделали хорошо, ведь если все хорошо, это повод к тому, чтобы сделать еще лучше, найти повод к тому, чтобы узнать что-то большее, что-то выходящее за пределы, используя термины классиков, выходя в зону ближайшего развития, всегда есть куда двигаться. Поэтому органичность присутствия оценки в образовательном процессе, она актуальна вне зависимости от того, говорим мы о цифровом инструменте или мы говорим о чем-нибудь более-менее привычном. Мы также поговорили сегодня о том, что в оценивании крайне важно помнить о том, что у нас есть как минимум 4 заинтересованных стороны, каждая из которых на эти результаты смотрит немножечко под своим углом, и поэтому важно не подходить к оцениванию формализованно, а все-таки делать это комплексно, исходя, как у врачей есть принцип «не навреди», мне кажется, в нашем случае он тоже очень удачно подойдет, как раз для того, чтобы не навредить целостности процесса, не навредить его начинаниям, его целям, а помочь, наоборот, скорректировать всем подчеркну, участникам
образовательного процесса. И, конечно же, о новых инструментах. Вот буду уверен, да, наверное, не обману вас, коллеги, если скажу, что если бы мы с вами проводили такого рода встречу, ну, где-нибудь с полгода назад, не говорю уж год, где-нибудь с полгода назад, то здесь, скорее всего, были бы совершенно другие инструменты, демонстрировались, ну, как минимум половина из них точно была бы какой-нибудь другой. Просто потому, что они появляются регулярно, коллеги ими пользуются, показывают. Тут, в общем, надо держать, что называется, ухо востро, потому что иногда появляется какой-нибудь новый интересный инструмент, который до этого мы не использовали, а тут, хоп, пожалуйста, замечательная возможность разнообразить образовательный процесс. Все для того, чтобы наши результаты не просто достигались, чтобы мы не просто формировали достигали тех результатов, которые сформулированы в Авгусе, но и делали это с удовольствием, разнообразно, вот, чтобы наши дети с теплом вспоминали это светлое время. Вот, коллеги, если в двух словах, то это мои основные выводы. Я предполагаю, что по ходу могли возникнуть вопросы, поэтому я с удовольствием сейчас готов уделить этому время и внимание. Подчеркну, что если вдруг какой-либо из сервисов в процессе демонстрации, ну вот я что-то показывал, а вам хотелось бы посмотреть на что-то еще внутри него, нажать на какую-то кнопку или что-то в этом роде, пожалуйста, не стесняйтесь, задавайте вопросы, я с большим удовольствием на них отвечу. Да, Александр, спасибо большое. Такое обращение как бы к нашим коллегам, которые нас сейчас слушают. Мы тоже вместе с вами обращаемся. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте. Я вот сидела, слушала вас, потому что как бы на доске мира мы тоже работали, но мы взрослые работали, то есть вот там в проектных различных группах составляли проекты. Это, конечно, очень увлекательно, очень интересно. Вообще замечательно, да? Вот, и я просто сидела и думала, как много всего еще интересного впереди нас ждет именно в плане организации деятельности, да, с детьми, вообще организации своей деятельности как учителя, как педагога, поэтому здорово, спасибо вам большое, потому что такую, знаете, вот перспективу открыли, и сейчас у тех, кто уже, вот Светлана, она все время с вами как бы диалог вела из Усинска, да, что она вот это мы используем, вот это я как бы делаю, да, поэтому то есть для тех, кто уже что-то использует, конечно, еще много возможностей есть впереди. Для тех, кто только еще приценивается, ну хотя бы вот такая даже первичная информация о том, что есть такие сервисы, которые можно использовать и нужно сегодня в работе с учителем, с детьми. Я, знаете, вот пока коллеги сейчас у нас, может быть, формулируют еще свои вопросы, я сидела, слушала и думаю, а если, например, вот нет интернета? То есть, получается, это вообще как бы тема, она цифровых технологий даже может не рассматриваться. Но в школе, вот у нас ведь есть такие школы, где еще очень сложности есть такие, они сложности большие вообще с интернет-соединением. Оно неустойчиво, есть такие. Вот как здесь быть? То есть как вот ваша точка зрения? Использовать или когда учителю это использовать? Как? Очень хороший вопрос. Да, Татьяна Валерьевна, большое спасибо, потому что на самом деле мы привыкли, знаете, как к хорошему быстро привыкаешь. И вот когда у тебя постоянно доступен интернет, ну там 90% времени, ты как-то даже не думаешь о том, что где-то с этим могут быть затруднения. Да. И здесь сразу отвечу кратко и потом немножечко разверну. Кратко, можно и нужно использовать цифровые инструменты, ведь они не ограничиваются интернетом. Теперь разверну немножечко. Когда мы говорим о, например, тех же текстовых редакторах, о, например, тех же презентациях, да, когда мы там работаем с ними, когда мы работаем с изображениями, мы можем вполне использовать их для групповой работы. Ну, опять же, поделюсь то, что мне доводилось лично наблюдать, как раз в ситуации, когда интернета не было у учащихся. Перед ними стояла задача, это было, чтобы не обмануть, 3-й или 4-й класс, перед ними стояла задача урок по окружающему миру, и надо было в формате презентации, они работали в группах, изобразить, ну, то есть внести там в презентационном виде результаты их совместной работы. Вот. И здесь при полном отсутствии интернета, тем не менее, программа работает, они ее открыли, внесли туда, они выбрали человека ответственного за эту работу, то есть у них один ноутбук на группу.
Мгм. И, соответственно, был один человек, который координировал это все, один человек, который вносил эти данные. Ну, в общем, там какое-то распределение ролей произошло, и вроде цифровой инструмент используется, а интернета нет и близко. Мгм. А потом это все, соответственно, там сдавалось учителю либо на флешке, либо как-то, ну и там это тоже документировалось, что называется. Это не пропадало, вот просто давайте для формализма сделаем, и как бы пусть оно пропадает Мгм. там на Ну, этом. понятно, хорошо, да, понятно, спасибо. Ну, мы, конечно, пожелаем, чтобы такие лучшие условия были в каждой школе, да, вообще везде, потому что вы абсолютно правы, когда ты привыкаешь к хорошему, то очень сложно понимать, что где-то совсем иначе. Ну, Александр, коллеги наши вопросы не задают, как бы, да, вот вы видите, поэтому, может быть, немножечко еще вот такой момент, вот вы сказали, что и информация ведь уже пошла, в средствах массовой информации, она пошла уже о том, что будет вот эта единая государственная информационная система, которая называется «Моя школа». Она как раз вот сейчас пошла так, ну, в народ, я бы так сказала. И у нас получается немножко, скажите, то есть, как сказать, уточните, я бы так сказала, в эту государственную информационную систему образовательная платформа «Сферум» будет входить, и еще что-то будет входить? Или вот да, Ну, немножко об этом расскажите, пожалуйста. Если Да, да, конечно. Опять же, кратко, сферум, конечно же, будет входить. В ГИС «Моя школа» там будет Мгм. несколько подсистем, что называется. Первая история – это связанная с хранилищем, с библиотекой, с М. верифицированным контентом. Мгм. Мгм. То, что является болью, на мой взгляд, не только учителей начальной школы, но и средней, и старшей, потому что ну, иногда по старой привычке многие отправляют там в тот же YouTube или куда-то еще, но понятное Мгм. дело, что там контент далеко не всегда безопасный. Да. Здесь, конечно, он будет, во-первых, написан, отобран и соответствующим образом расположен. Мгм. Также там будет сервис, как я уже упоминал, связанный с работой с документами, как раз-таки призваны, ну, тут нет никакого секрета, что многие и в школах, и в рабочих процессах использовали там документы того же Гугла как удобные, но ввиду того, что компания иностранная, проблемы с доступностью, могут быть с безопасностью, поэтому коллеги разработали отечественную систему. Как я говорил, визуально она мне очень напомнила Яндекс Документы, позволяющую вести, ну, то есть примерно ту же самую работу, Мгм. совместное там комментирование, создание презентации, таблицы и документы. И, конечно же, коммуникационная система, коммуникационная платформа, да, она совершенно точно, она будет интегрирована туда, сфера будет продолжать существовать, ну, Мгм. уже, соответственно, в формате моей школы, как ее часть неотъемлемая. Хорошо, спасибо большое. Мы, правда, как бы желаем всем тем, кто отвечает. Вообще, это такой очень сложный, мне кажется, участок работы, но он очень хороший, потому что он прогрессивный, то есть он для будущего. Создание такой единой информационной системы, которая, возможно, вот в прошлый раз на встрече с Верой у нас кто-то задавал такой вопрос. У нас ведь есть региональная своя система, она так и называется, ГИСЭО, да? Ну, там, электронное образование. Вот кто-то спрашивал, что, например, та же самая платформа «Сфера», но я, как сейчас понимаю, речь должна идти вообще об этой информационной системе «Моя школа», которая под себя вот эти все региональные, она как-то соединит, и они в нее вольются очень плавно, чтобы учителям не приходилось, ну, знаете, вот раздробить свое сознание и понимать, что есть что-то, а есть что-то еще очень отдельное. Поэтому это очень хорошо, поэтому мы желаем вам, вашим коллегам, вашей компании, да, мы желаем, чтобы все вы сделали так хорошо, чтобы вот простому учителю, простому родителю, да, простому ребенку было настолько вот здорово и замечательно и легко пользоваться созданными вами продуктами. Вот я, наверное, так желаю, потому что, ну, лучше этого для разработчиков, мне кажется, нет ничего. Для разработчиков и для тех, кто сопровождает свои разработки. Поэтому, Александр, мы вас благодарим. Мы благодарим в вашем лице, конечно, Веру, потому что вы согласились провести с нами 2 такие онлайн-встречи и просветительские пока такого, знаете, ознакомительного характера. Я думаю, что какие-то обучающие вещи ваша компания в любом случае будет проводить, и наши учителя, мы будем только благодарны вам, если вы их будете учить, научите, и как вообще использовать цифровые ресурсы, цифровые технологии для своей работы. Поэтому спасибо вам огромное, что было с нами, что были, вернее, с нами. Ну и отвечая на ваш первый вопрос, с которого вы начали эту встречу, у нас погода стоит прекрасная, солнечная, 22 градуса тепла, поэтому все хорошо. Спасибо еще раз вам огромное, уважаемый Александр. Ну и, наверное, мы будем вместе с вами завершать, да,
наш цикл такой просветительских мероприятий, уважаемые коллеги. Да, до новых встреч. Я думаю, да, Александр Сергеевич, тезка Александру Сергеевичу Пушкину. Поэтому спасибо вам за то, что уделили нам время, внимание, как бы за то, что просто вот интерес поддерживаете и свой профессиональный, и своих коллег в этом направлении. Ну и всего доброго, и пусть вот такие же звезды, я не знаю, вам освещают ваш профессиональный и личностный путь. Вот такое пожелание от всей Республики Коми к вам. Спасибо, дорогие коллеги. До новых встреч. Тот важный момент, забыл совсем. Внизу находится адрес моей электронной почты. Есть старая такая народная поговорка о том, что хорошая мысль приходит немножечко после, как Да. хороший вопрос. Поэтому, если вдруг потом будут какие-то вопросы, пожалуйста, не стесняясь, пишите, я с большим удовольствием отвечу и помогу. Татьяна Валерьяновна, большое вам спасибо. Не за что, абсолютно не за что. Все для учителей делаем, поэтому как бы, чтобы они понимали, разбирались, как мы всегда говорим, чтобы они были современными учителями. Вот. Спасибо, Александр. Я думаю, что, возможно, может быть, через какое-то время какое-то интересное мероприятие тоже созреет у нас в головах, у вас в головах. Мы обязательно что-нибудь проведем. Поэтому еще раз большое спасибо. Москве привет, всего самого доброго и до свидания, до новых встреч. Спасибо. До новых встреч. Да, спасибо, да, уважаемые коллеги, мы прощаемся с вами тоже. Спасибо за то, что были с нами с января месяца, и я думаю, что тоже с 1 сентября что-то очень интересное мы обязательно предложим для профессионального сообщества специалистов системы начального образования Республики Коми, которых мы очень ценим, очень уважаем и очень гордимся вами. Всего самого доброго, до свидания, счастливого лета, отличного настроения и с новыми силами, с новыми идеями, с вдохновением будем с вами готовиться уже к новому учебному году. До свидания, всех благ, спасибо всем.